и едность Духа Святого, нехай будут с вами усилий. И с Духом Твоим. Пятая неделя, великодная, час жить, а что мы робим? А може, що робить Бог з нашим життям? Сьогодні почуємо у Євангелії про це. Святую мшу справую за ружі różańcowe, w tych intencjach ich nie молятся, tak samo na całych, aby dobry Бог принял их молитвы. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяну. Споведаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Аминь, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Аминь, смилуйся над нами. Радость мне супокой, людям доброй воли, хвалит Тебе, благословляет Тебе, кланяется Тебе, прославляет Тебе, дякуем наведенной хвалы Твоей. Пане Боже, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, яки гореш на себе, грехи и сферу, смилуйся над нами, яки гореш на себе, грехи и сферу, прими молитвы наши.
благословением ховается. Аминь. Молимся. Всемогутный, вечный, Боже, неслынно узмацняй у нас деяния пасхального сакрамента, как Ты, кого Ты отразил святым кросте, z domowej Twojej łaski przynieśli bogaty plon dobrych uczynków i dosięgnuli radość życia wiecznego. Wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wododary przyjemności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Читание книги Деял апостолов. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Єрусалім, ён спрабаваў далучыцца да вучняў. Але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Варнаба ўзяў яго і прывёў да апостолаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў Пана, і што Пан казаў яму. І як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Езуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалім, і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарыю і пасадзілі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам, напаўняўся суцяшэннем Духа Святога. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Читание первого послания святого апостола Иоанна. Дети, не будем же любить словом ті мовою, але учинком і правдою.
И по гэтым познаем, что мы от правды, и супокоим перед Ним наше сердце. Бо коли сердце наше осуджает нас, то Бог больше за сердце наше и ведает усё. Умилованные, коли сердце наше не суджает нас, то мы маем отвагу перед Богом. А в чим не попросим, отрымаем от Его, бо заховуем заповеди Его и робим тое, что Ему подобается. А заповедь Его такая, как мы верили у имя Сына Его Иисуса Христа и любили один одного, як и Он загадал нам. И кто заховує заповеди Его, той живе у Бога, а Бог у Нім. І по Духу, якого дав нам, ми доведаємося, що Ён живе у нас. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Оставайтесь во мне, когда у вас нажал. Кто останется во мне, то приносит богатый плод. Аллилуйя! Аллилуйя! Он с вами. Читание Святого Евангелия по У той час Иисус сказал своим ученикам: «Я собралная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку ува мне, якая не приносит плоду, Ён одрезая, и кожную, якая дає плод, Ён очищає, каб давала еще больше плодов. Вы уже чистые, дякуючи слову, якое я сказал вам. Заставайтеся во мне, а я у вас. Як галинка не может принести плоду сама в себе, коли не застанется у виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у им, той приносит богатый плод, бо без меня ничего не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинутий вон, як галина, і засохне. І збирають їх, і кидають у вогонь, і вона згорає. Коли будете во мне, і слово моє у вас будуть, просите, чего захочете, и станется вам. Гэтым уславите Отца моего, коли вы принесете богатый плод и станете моими учениками». Это слово Пана. Рональд Рейган, невідомо, чи знав він такі, чи ви знаєте такого. Рональд Рейган, былый президент USA. Есть книжка про его. Рональд Рейган
духовная биография. Автор этой книжки постановил колись описать житё этого Регана, президента, и решил, что один раздел посвятить ягонаму духовному жыццю. Калі начал копаться в материалах, у разных материалах, то постановил, что их столько назбирал, что выдаст одну особенную книжку, якую и назвал Рональд Реган «Духовная биография яго». И сегодня хочу в эту Евангелие, которую мы сегодня прочитали, поравнать до життя этого президента, до життя относно этой книжки, якою было это все описано. Мы сегодня прочитали у Евангелии, что Иисус сказал своим ученикам: «Я заправная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, ён одрезая, и кожную, якая дает плод, ён очищая, как давала еще больше плодов». Так вот, Реган вельми духовный человек, вельми христианский человек, вельми моцно верующий, мая глубокую веру, дякуючи, конечно, своей маме. Дякуючи своей маме. Певного разу, коли ему было 22 годы, постановил, что пойдет шукать працу. В этот час у Америцы был великий кризис, вельми великий кризис. Было тяжко зайти хорошую працу. Ему так само это было тяжко учинить. И коли так он шукал эту працу, певного разу почув, что в одном из городов, который лежит на полночи, у Ильянасе, открывается новый магазин. И что в этом магазине можно будет быть тем, кто будет по-нашему продавать добро вельми эти речи. Как это называется? Ну, верите, так? Да. Менеджер. По праву можно его назвать. Это магазин Монтербард, Диксон. Это в одной местности. И когда он забрался туда, поехал, уже эту працу нормально имел, и он был вельми добрым, на начатку, так сказать, вельми добрым спортовцем. И в этой деле хотел pracować. Вельми добрым плавал, вельми добро гулял, футбол так само, один был из наилепших футболистов на своей учебе, где он учился от ней. И когда он приехал, как сдобыть эту працу, то на эту працу взяли уже другого человека, другого хлопца. А на этой праце он зарабатывал $12,5 на неделю. Конечно, вернулся он до хаты, распашенный, рассказал про это все своей маме, а мама сказала такие слова. Мама называлась Нель Реган. Так само была вельми глубокой веры. Не турбуйся. Не турбуйся. Усё это есть одним великим планом Бога. Даже наибольшие речи, которые нас зниканцают в нашем житті, яны есть так само планом Бога. Доверься Богу, а далее поглядишь и иди. Далее и пробуй преодолеть эти тяжкости. И что здарилось? Что несколько дней позднее у местности, где он жил, открывают свое радио. И на это радио берут его как комментатора спортовых разных видов здарений, которые там бываются. На этой праце он зароблял не $12,5 на неделю, а $75.
Браты і сёстры, чи ж не падобна, што ў нашым жыцці так все адбываецца? Далей, канешне, калі паглядзім на яго жыццё, ён потом ідзе ў тэатр, яго бяруць там, затым далей у палітыку ідзе, ён выступае таксама ў кінах, у фільмах, і потом ягоная дарога ляжыць куда? У Белы дом, будзе прэзідэнтам. І паглядзіце, што здараецца. Чым у нашым жыцці бы не было, чым бы не турбаваліся, чым бы не плакалі, каб у нашым жыцці штосьці, што мы запланавалі, не збылося, каб ён пашоў працаваць у гэты склеп, у гэты магазин, каб его взяли за 12. Просто мне правдоподобно был добрым продавцом. Але як ведаем, Рональд Рейган это был той президент, который преодолел коммунизм разом с Яном Павлом II у Америцы. У Америцы, и не только у Америцы, а, можно сказать, на усім свете. От этого взялся початок великой борьбы. И в сегодняшней Евангелии мы прочитали, что Иисус отрезает непотребные галинки, которые у нас растут. Это обрезание, оно вельми мощно болит. Але что из этого выходит? Из этого выходит только добро. Придется сюда так само такую галинку нашего огорода побыть с костелом. Постановил я ее размножить. Вычитал, что такое растение фикус, хотел найти, я его не нашел. Ну что да. Что фикус, так само можно размножить его. Образуется верхняя галинка. Все листья образуются, оставляем только два верхние листки. На что образуются все листики, там, где обрезанное место, оно ставится в воду, и през якийсь час з обрезанных частей, з этих обрезанных частей, не снизу, а из обрезанных частей листьев, выходят корни. Выходят корни, и когда эти корни выходят добре, то мы эту рослинку закопываем у землю, и она распочинает свое житё у земле, а не у воде, у чисти часов. Так вот, у нашем житті так само Бог часами обрубливает нам наши галинки нашего життя, те, что не потребны. Я думаю, как эта рослина умела говорить, и она бы кричала и іншого збору, які вона имела, які вона має, бо вона живая. А поскольку она не умеет говорить, то она будет тут расти, маю надеюсь, что она мне так само запустит корни. За 5 месяцев принесу и покажу. Буду хотеть засадить там в другом месте. Так, на что это все? Как мы ведали, что Бог в нашем житті, мимо того, что нам что-то не подобается, хочет нас не знищить, а хочет нас одарить новым, лепшим життям. Не ведаючи, вы ведаете, что, как мы сегодня прочитали, кепские, что образая и очищая сегодняшний господар свой виноград. На что очищаем? На что мы что-то очищаем? Потому что, когда мы не обрежем эти древние галинки, а у них там разные микробы непотребные, там может плесень завестись, разные бактерии, которые могут, когда мы их не обрежем, то эти бактерии берут у саму рослину, и они могут знищить целый виноград. И так само в нашем житті. Бог ведает, что может в нашем житті знищить наше життя, он з'являється в этом пустом. И он образує, помимо этого, что учинил сегодня, как мы почули в этой истории, день доброго президента, день незнаного, день верующего, Рональда Рейгана. Что он говорит далее? Говорить далее, коли його запитали, дякуючи чому? Йому задали питання, колись репортери, дякуючи чому, він переодолів в цей час коммунизму, что ему помогло. И он сказал, что это не моя заслуга, что это заслуга всего нашего зесполу, нашего центра, а это заслуга всего, дякуючи Божьей опасности,
дзякуючы Божай апатрнасці. І далей, калі ўжо калісьці там, гэта было ў годзе 1988, калі Рэган летеў разам са сваім сынам у самалёце, то штосьці на пальцах адшчыпаў, і убачыў гэта сын. І задаў яму пытанне: «Тата, што робіцца? Чаго ты считаешь? Што там считаешь? Што здарылася?» Ну і тата яму адказаў так: что считаю, калі я смогу пойти в костел. Сын запытал: «Тата, а чему ты теперь не ходишь в костел?» Потому что на меня уже был один теракт, одно покушение на житё. И поэтому я не хожу в костел не за того поводу, что я боюсь своей смерти, а я боюсь, что когда приду, и этот теракт будет в костеле, то сгинут невинные люди. Невинные люди. Поэтому я считаю, и осталось сколько? Осталось 9 месяцев, когда коммунизм упадет. И поэтому я эти 9 месяцев буду чекать. И докладно он отписал, в книжке написано так: «А коли уже через 9 месяцев я пойду опять в костел, то опять буду с моим паном, який дає мне силу и отвагу, как вести у житё, изменять свет по образу Пана Бога». И хтось может сказать, что за человек, але поглядите, как колись в якимсь житті, в якимсь моменті життя Бог не обрезал его этой галинки, які он старался, как не распустились, то он не был бы президентом, не поменял бы свет. Сегодня неведомо, что было бы в свете, а это все учинил дякуючи чому? Дякуючи Пану Богу. Бо про это вельми моцно написано в книге «Духовная биография» Рональда Рейгана. И мы сегодня прочитали, что тот, кто не трывает во мне, Иисус Христос говорит, то и не приносит плодов. И соправды, я припомнил такую историю, кто-то скажет, чему? Ведь может человек не верить в Бога, а приносить вельми добрые плоды. Вельми добрые плоды. И я так само думаю, что про это, памятую, что у Bieszczadach, это у Польши, можно пройтись таким шляхом цікавым, там 16 километров, как прийти до źródła, откуда берет початок речка такая Сан. Вельми великая, так самая она у Польши. Этот початок реки находится докладно на границе поміж Польшей и Украиной. И когда идучи туда, этим шляхом, можно войти в одну из местностей, в один из колись вельми великую вёску, ее уже теперь там нема, что ей остались только, видите что, только деревья, которые приносят плоды, такие есть яблоки, и уже трошки удичали, и уже мають так само другий смак. И это так само в нашем житті, когда мы не будем иметь корни у Иисуса Христе, когда мы эти корни не запустим у Иисуса Христа, то мы так само можем приносить плоды, а эти плоды будут такие дикие. Они будут не смаковать ни нам, никому. А мы будем говорить, что мы плоды приносим, что мы растем, что мы доброе древо. Через такого древа можно скористать. Каждый ведает, что дички это не то самое, что доброе, сочистое яблоко, якое можем взять и съесть. А затем, браты и сестры, нехай это Евангелие поможет нам зрозуміти наше життя, что Бог не хочет для нас зла, але хочет добра. Не дає нам перешкоди тому, как нас забить, а дає нам перешкоди для того, как мы в своем житті зробили щось добре один для одного. Віру в одиного Бога Отця Всемогутнього. Створителя неба и земли, лучшего вашего рабиня вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Царя наружного, верующими веками,
Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного в Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловивший от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в память, судить живых и померлых, и якого даст Он не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз народу, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилых и життя вечного в будущем свете. Аминь. На Бога, який поєднав нас з собою у своєму милованном Сыне Иисусе Христе, вознесем с удячностью супольные молитвы. Молимся за святый костел, Христовое тело, как усе его вознавалцы выкнулись от святости. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за епископов нашей краины, как их душпасторские инициативы служили на користь всему народу. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об едности и своде поміж народами, как спокой, який дає нам Збавитель, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які безмерно клопотятся о своем добробыте, как умели сраджаться с Божьей волей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких докарає сумління, как знайшли спокой у сакраменті покаяння і поєднання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как бы дело святой уши поглублял нашу едность с Богом и людьми. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Рушу Журнцове, так само таким тынцам, яких не молятся, как добрый и милосердный Бог выслухал их. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты крась смерть из мертвых по восстание Своего Сына заключил заповедь с человеком, выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки завсёды были сродные с вызнаванной верой праз Христа Пана нашего. Аминь. 11. Молитесь, как мою
i Waszu jak wiarę przyjął Boga i Dzieci Всемогутny. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiarę słów Twoich na prosławienie i chwału imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu Świętemu. Boże, Ty wraz cudowny, jak międzarowiek, jak bywając ogólnie, jak wiary robisz nas udzielnikami swojego boska. Uczynnika Twych poznawszy Twoją prawdu, pośladą nakierowali się joju naszych uczynkach, wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Oro sercy. Uzgłosimy Pana. Podziękuję Panu, Bogu naszemu. Ona wyda i sprawiedliwa. Zaprawdy godna wyda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы Тебе, Пане, за все славили, а особливо у этот час больше урочисто вдещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярованы, як наша Пасха, боется правдая явью, Йоду взял грехи свету и своею смертью перемог нашую смерть. Вернувши нам житье образ свое, з мертвых повстане. Тому, откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа. А хоры анgelов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niespłynna wskrzykający. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogutny, niebo i ziemia, полны хвалы Твоей, прославлена на вышине, благословенный Твой, кто приходит у имя Pana, прославлена на вышине. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца всялякай святасці, таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy uzjął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego wzięł, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzi, jaka za was i za mnogich będzie prolita dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Совершаем свет Твою по небесу, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа
Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, chwieruję Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разом с папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу і дозволь йому бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Анной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным księdzem Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, разу всеяки вечная. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому полные вдячности смиряемся Отче наш, который всю небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и прися Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое и мост, и хвала на веки. Паке Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый с Бога с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Супокой Твоя, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами, Богу Божий, яки вечно святый, храни и свету. Смилуйся над
одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Его милость. Пане, я не вартий, а Ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Святый Господь.
удушить, Он показал свою власть. Крылья грома можешь войти в разъярение. Давай и благословляй. Нежно верится Богу, живая человеку, малая песня его, житьем я путь я вижу, не буду бояться, что zrobić nie śmierć, tam strach oddają i Pana budu chwalić. Związek powstał, ziemia żyje, blaskam jaśnieje noc. Ja nie mam króla, budu żyć, On pokazał swoją moc. Крылья грома можешь войти в разъярение. Давай резины и Бога прославляй. Молимся. Просим Ciebie, Boże, da pomaży miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmocnił najświętniejszym sakramentem i uczynika pion podwinąwszy starую grachą najśmierejszą da nowa na życia cnowa. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. 3 мая у понедельник свято святого Филиппа и Якуба, апостолов. Дорогие парафиане, мы далее шукаем дежурного. Поэтому звертаемся с великой просьбой до тих особ, які можуть і хотіли би дбати об нашей каплице, каб она далее могла быть отширена. Особых охотных, я вижу, больше прошу звернуться до святара. С той причины, что нема постоянного дежурного, наша каплица может быть зачинена у цягу дня. Тут такого еще не здарылася. Раз увесь гэты месяц пасля святых імшаў вечаровых у 19:00 отправляются маёвыя набажэнствы. Захвочваю, каб у своих домах молиться літанням, особливый способ в интенции новых святых покликаний до службы святарской, законной и миссийной, а так само об навертании для нашей батьківщини. Адорация Пана Езуса в найсвятейшем сакраменте в интенции нашей родины будет отбываться наступным чином от авторку по пятницу включно с 14 до 21. В субботу, в неделю и в понеделок с 14 до 19. На гэтым тыдні таксама прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў да святого Михала Арханёла, першы чацверг месяца, аб новых святых пакліканнях да службы святарскай і законнай, і пятніца, дзень малітваў да найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Яшчэ адна вялікая ўрачыстасць у нашай парафіі адбудзецца заўтра, 3 мая. Наш вікарый, ksiądz Александр, будзе иметь свой дзень именинаў. У яго інтэнцыі будзе адпраўлена святая імша. Захвочую, каб у гэты дзень хаця бы хтосьці адзін раз змовіў кожны з вас адзін раз «Здраваць, Марія» альбо «Вітай, Марыя» у інтэнцыі księdza Александра. Таксама вельмі добры падарунак малітвы святар заўжды патрабуе. Складаем найлепшыя пажаданні усім братам праваслаўным. Нехай Езус воскрослый одобрит вас и ваши семьи и благословляя вас и дае супокой. Дякуем за ахвяраванне на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спеў и отраву литургичную, за прибирание каплицы, катехатичной залы
і тим, хто дежурив на гэтым тыдні. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за ксяндза Александра, з рацыі дня іменін, за добрадзеевых верадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых добрадзеях будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці за нас, даручаючы кожнага паасобку абетцы Маці Божай Ружанцовай, твою я бароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погашай молений нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похилим головы на благословение. Бог, який праз мертвых повстання Своего одинородного Сына спаслал вам дары откупления и усыновления, нехай благословить вас и наполнить духовною радостью. Откупитель Иисус Христос, який назавжди одарив вас спокоем и свободой, нехай дасть вам уделу вечной спадщине. Праз хрост вы з мертвых повстали, с Христом у веры, нехай праведное життя вас поєднає з у небесной Айчине. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидите на вас и застанется назавсёды. Идите в спокое Христа. Дякує Пану Богу. Дякую великий нашему хору парафіальному, Пане Боже. И вам так само, что приходите еще и открываете на молитве разом с Паном, и какие корни этой равноградниками являются, хочет убиться у земли, хочет убиться у Иисуса Христа. Про святого Архангела Михаила хотел просить, как и сопроводы имкнулися только до Бога, а святый Архангел Михаил. Виражи нас в узнавании, будь нам обороной, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай его знищит Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут рушною просвете. Святый Боже, святый Господи, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый бессмертный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый бессмертный,
Аллилуйя.